Культура и язык – то, что делает нас сильными и уникальными. Не сможем защитить их – потеряем страну. Уважаемые жители республики, от каждого из вас зависит сохранение нашего родного языка и культуры чувашского народа. Приходите на голосование и ставьте свой голос. Внесение поправок в Конституцию, знаете, они продиктованы теми вызовами, которые стоят на сегодняшний день перед Россией и требованием времени. И знаете, к этому процессу нужно отнестись абсолютно нормально. Это нормальный рабочий процесс. На сегодняшний день те поправки, которые рассматриваются, они охватывают вопросы, начиная от целостности и суверенитета России, заканчивая теми социальными вопросами, гарантиями, вернее, на сегодняшний день, которые там продиктованы. И та процедура, которая сегодняшний день прошла у нас в Государственном Совете, да, нужно отметить, что все фракции были единодушны, да, то есть понимали единое целеполагание в данном вопросе, почему и голосование прошло практически единогласно. Это очередной этап по утверждению данного закона. А в итоге окончательное решение будет принято на голосовании всем населением России. Уйрмах вот регион зене, манжутпа пидегирле саманцем, курцехварна, вол пере малала хали общества малала сенецега маполжат еді. Эз укси бергибе, пенсии укси зем, возем шавах семик полноведе. Адзазене вот врендеси, тогда семье не упраси зем, тогда это земде возем пидегирле хамран общества кирле саманцем. Добрый день, уважаемые жители Чувашской Республики. Сегодня начинаем вновь прямой эфир. И у нас сегодня заседание рабочей группы оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Чувашской Республики, которая проходит под руководством заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики Аллы Леонидовны Салаевой. Работа проходит у нас в прямом эфире. Вы можете задавать свои вопросы, на которые вы получите ответы в течение часа. Итак, кто сегодня принимает участие в нашей прямой линии? Как я уже сказала, руководит этой комиссией Алла Леонидовна Салаева. Здравствуйте. Так, затем у нас сегодня принимает участие Моторин Иван Борисович, заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики, министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики. Степанов Владимир Геннадьевич, министр здравоохранения Чувашской Республики. И Силова Лариса Владимировна, заместитель руководителя администрации главы Чувашской Республики, начальник государственного правового управления главы Чувашской Республики. Итак, начинаем. Алена Геннадьевна, министр прошу труда. прощения. Спасибо, Алла Леонидовна. Елизарова Алена Геннадьевна, министр труда и социальной защиты Чувашской Республики. И вначале мне бы хотелось предоставить слово вам, Алла Леонидовна, рассказать о работе рабочей группы, об основных итогах вот за неделю, которая прошла у нас с прошлой прямой линии. Но основные итоги и за этот промежуток времени, в течение недели, из важного, что произошло, были внесены изменения в указ в РИО главы Чувашской Республики Олега Алексеевича Николаева. Это решение было абсолютно осознанным в связи с увеличением количества людей с положительным подтверждением вируса. Ситуация достаточно сложная, и все изменения, которые были внесены в указ, они в первую очередь направлены на ужесточение мер ответственности, которые мы с вами должны
должны для себя понимать, определять. Это если до этого мы рекомендовали жителям Чувашии находиться по домам и соблюдать режим самоизоляции, то на сегодняшний день это, конечно, требование. И это вызвано в первую очередь ответственным подходом, призывом нашим к ответственному подходу жителей Чувашии для того, чтобы они оставались дома и максимально берегли себя и своих близких. Второй момент важный – это было много обращений, и с точки зрения безопасности людей это ограничение и создание условий в общественном транспорте. И если первично у нас были введены ограничения по маршруту Чебоксары-Новочебоксарск, то своим решением и внесением изменений в указ глава это отменил. Для чего? Для того, чтобы восстановить предыдущий режим работы. Количество автобусов на территории выросло, между Чебоксарами и Новочебоксарском выросло в 2 раза, вернулись в свое расписание. Это, безусловно, расслабило количество пассажиров в общественном транспорте и создало более безопасную обстановку. Третий вопрос, который важен. Это, конечно, мера ответственности с точки зрения предприятий, которые осуществляют торговлю. Потому что, понятно, люди находятся дома. Понятно, что у них есть желание куда-то пойти, решить какие-то свои вопросы. И вот мы все в субботу видели, что после звонка к директору Мегастроя, Мегастрой прекратил звонка главы республики, главе Мегастрой прекратил свою работу. Руководитель предприятия откликнулся на обращение Олега Алексеевича. Почему? Потому что это место концентрации людей. То есть наша основная задача, и почему мы это усилили, это мы в субботу, когда хорошая погода, для себя очень четко поняли, что Московская набережная притягивает, парк Новочебоксарска притягивает, с детьми хочется в хорошую погоду выйти, прогуляться. Это все понятно. Но вот сейчас себе надо четко сказать «нет». Остаться дома, ответственно к этому подойти. Потому что детские площадки – это место концентрации детей. Прогуливаться можно только в соответствии с указом до поликлиники, 100 метров, помочь пожилым людям, которые после 65 лет, если до этого мы им рекомендовали оставаться дома, сегодня они обязаны это делать, так же, как и женщины, которые находятся в положении и ждут детей. Это те меры, которые мы считаем абсолютно правильными. Да, они не очень удобные, и даже я вот по своим постам вижу, что после нашего обращения есть большое количество негатива, комментариев. Люди устали находиться в 4 стенах. Это понятная ситуация, но здесь надо настроиться, принять к исполнению более жесткие меры. Именно для того, чтобы у нас минимизировать очаги напряженности и выйти в таком хорошем, в положительном варианте. Но мне бы хотелось, чтобы по текущей ситуации, по коронавирусу, что на сегодняшний день проходит, а именно в этом цель нашей прямой линии, рассказал Владимир Геннадьевич, министр здравоохранения. Оперативная сводочка. Да, спасибо, Валерия Леонидовна. Значит, на сегодняшний день мне бы хотелось несколько цифр назвать для понимания ситуации, что происходит. Значит, с начала года под наблюдением находится у нас 2302 человека. По состоянию на 9 апреля под наблюдением находится 767 человек. Значит, из них изолировано в домашних условиях это 671 человек. В условиях обсерватора находится 42 человека. У 19 человек подтверждена коронавирусная инфекция. То есть изо дня в день прибавляются случаи. Из этих 19 человек, 1 человек выписан с выздоровлением. Дополнительно мы ожидаем вот буквально на днях подтверждения либо опровержения еще порядка у 16 граждан. Готовность медицинских организаций на сегодня развернута дополнительно коечному фонду. Это 290 коек для лечения пациента с коронавирусной инфекцией. Это на базе больницы скорой медицинской помощи, на базе Новочебоксарской городской больницы инфекционного стационара, городской детской больницы номер 2, значит, республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн, а также в акушерском отделении номер 3 городской клинической больницы номер 1. Итого в работе, значит, 458 коек, из которых на сегодняшний день 397 свободные. Далее, значит, для размещения жителей в обсерваторе на сегодня функционирует 94 места на базе республиканского детского санатория «Лесная сказка». К 20 апреля будет подготовлено и введено в эксплуатацию еще порядка 150 мест на базе, значит, отделения Алого паруса санатория «Лесная сказка».
Для дооснащения и приведения в соответствие всех помещений обсерватора выделено более 21 миллиона рублей. Многих жителей волнует вопрос, который возникает и не только у нас, и по всей России, и по всему миру. Это обеспеченность, республики аппаратами искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день в наличии у нас имеется 422 аппарата ИВЛ. Но мы прекрасно понимаем, что нам, кроме пациентов с коронавирусной инфекцией, нужно еще продолжать лечить наших жителей республики с другими заболеваниями. В связи с этим, для приведения в норматив и до оснащения аппаратом ИВЛ республики для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией идет закупка еще 36 аппаратов ИВЛ, которые поступят в ближайшее время. А также, в мае месяце по линии Минпромторга Российской Федерации поступит еще 94 аппарата ИВЛ. Медицинские организации работают в круглосуточном режиме, то есть готовность стопроцентная. Пациенты поступают, получая соответствующее лечение. Далее, для жителей республики, кроме тех пациентов, которые идут под сомнением или есть подозрение на коронавирусную инфекцию, проводится у нас лабораторное обследование теперь уже, на базе 3 лабораторий. Это лаборатория Центр гигиены, лаборатория Центра для лечения иммунодефицита человека и Республиканский кожно-венерологический диспансер. К 15 апреля запустится еще 4-я лаборатория на базе Республиканской клинической больницы. К сведению, с начала года проведено уже более чем 3400 исследований на коронавирусную инфекцию. И в сутки, мощность этих всех лабораторий будет составлять более 550 исследований в сутки. Спасибо. У нас уже поступают Давайте звонки. к вопросам, да. Сейчас. Добрый день. Мы вас слушаем. Ваш Здравствуйте. вопрос. Здравствуйте. Такой вопрос. Семья медработников. Путин сказал, все медработники, кто был на передовой, врачам сверх зарплаты плюс 80 тысяч, медсестрам 50 тысяч. Вот это будет выполняться, как сказал Путин, или будет это на усмотрение главврачей? Кто это будет контролировать? Все указы президента России будут исполнены. На сегодняшний день ждем порядок с Министерства финансов о распределении финансовых средств. В каком режиме, какой категории медицинских работников они будут оплачиваться. Но все требования, все указы Путина будут выполнены. Но вы тоже, понимаете, что речь идет только о тех врачах, о дополнительной федеральной поддержке, которые непосредственно работают с теми, кто входит в категорию коронавирусов. Это и скорая помощь, врачи, медсестры, персонал младший, для всех разные подходы. Скажите, пожалуйста, а кто в поликлинике принимал каждый день, в этих скафандрах сидел, в очках на приеме? Весь круг лиц, еще раз повторяюсь, медицинских работников будет определен документом, который будет спущен с федерального уровня. И после получения этого перечня мы будем производить. Хорошо, спасибо. Вам спасибо. Владимир Геннадьевич, я думаю, что мы потом уже, когда все эти документы будут получены, дадим дополнительную информацию. Совершенно Вы выступите верно. во всех средствах массовой информации, и эту информацию мы доведем до нашего населения. Алла Леонидовна, вот следующий вопрос, наверное, к вам. Этих вопросов было очень много по поводу дистанционного обучения школьников, потому что в понедельник все наши школы перешли на этот режим. Вот как вы оцениваете? Но ситуация, она действительно очень важная, и мы с вами видим, что в разные дни происходят разные сбои, в том числе это связано с увеличением интернет-трафика, это связано с тем, что одновременно такое большое количество школьников выходит в интернет для того, чтобы или в онлайн-режиме, или через NetSchool провести уроки, получить задания, обратная связь идет по отсылу к педагогам. Конечно, проблемы есть. Вот сегодня планирую вместе с Министерством образования побыть тем учеником, которые участвуют и в дистанционном обучении в рамках образовательного процесса, и ситуацию максимально отстроить уже по факту. Отлично. У нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос. Алина Карпова, Красночитайский район. В течение этой недели
В селе Красная Чита и на улицах наблюдается очень много людей, в том числе и люди пожилого возраста. И мамы с детьми во дворе гуляют, и дети свободно играют. Насколько мне известно, вчера во многих городах республики проводились рейды для проверки соблюдения людьми самоизоляции. Скажите, пожалуйста, а когда такие рейды будут проводить в районах, в том числе и в нашем Красночитайском районе? Спасибо большое за вопрос. Сегодня буквально вот тоже изначально я говорила о том, что в ежедневном режиме в 7:30 утра у нас у рабочей группы по предотвращению распространения коронавируса проходит видеоконференция с главами районов. Там есть и, безусловно, глава района Красночитайского района, глава Красночитайского района. Значит, вот основная задача, и со вчерашнего дня это началось, всего в республике работает 130 мобильных групп. В них входят представители МВД, администраций, и они составляют акты. Это как раз и следствие того указа, который в субботу подписал Олег Алексеевич. Задача какая? Расширены сегодня полномочия по протоколированию органов исполнительной власти. Но муниципалитеты на местах, у них сегодня стоит задача, эти мобильные группы должны на улице останавливать людей, актировать, спрашивать с них объяснительные. И на основании этого составлять документы, направлять их, мы будем составлять протоколы. Понятно, что сейчас на исполнение этих протоколов мы людей не будем приглашать, потому что это нарушается режим самоизоляции, но время этому придет, потому что протоколы обрабатываются в течение месяца. И это вот как раз связано с тем, что одно дело мы просим, другое дело, люди нас слышат. Но, наверное, за вчерашний день у нас составлено уже более 100 актов, где люди нарушали режим самоизоляции. Это хороший пример. В средствах массовой информации мы тоже постарались это донести. По красным читаем. Вот завтра отдельно прям главу администрации спросим. В 7:30 он также будет на ВКС уже отчитываться, сколько актов составлено, как он объяснил жителям района, что необходимо быть дома. И тоже уверена, что ситуация поменяется в ближайшие 2 дня. Спасибо за вопрос. Спасибо. Хорошо, спасибо, до свидания. До свидания. Были такие вопросы. Будет ли оказана поддержка малому бизнесу и предпринимателям в сфере парикмахерских и других косметических услуг? Но ответим на этот вопрос чуть попозже, потому что есть у нас звонок на горячей линии. Мы вас слушаем. Вы в эфире. Здравствуйте. 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 Сергей Куваев, город Москва. Я звоню по вопросу такому, что сейчас складывается нестандартная ситуация для меня. В селе Порецком бабушка и папа, бабушка 96 лет, ветеран тыла, и папа инсультник, отказывается работник ходить, потому что она устала. Она была неофициальной. Вот я как москвич, я бы сейчас, наверное, поехал бы туда, да, и устроил бы на месте работу. То есть я бы подал заявления какие-то, да, нанял бы работника. Но я знаю, что сейчас, мне нельзя этого делать, например, да. Если я приеду, вот я могу заразить, например, я из Москвы. Что мне делать в такой ситуации? Может быть, поменяется алгоритм работы соцслужбы на дистанционный режим или что-то подобное? Что можете мне подсказать? Ну, смотрите, эта ситуация очень важная. Спасибо, что вы позвонили. Безусловно, ехать не надо. Вам еще нужно сказать, как зовут вашу бабушку, для того, чтобы мы... Село Порецкое я записала. Да, как зовут? Да, Куваева Анна Максимовна. Куваева Анна Максимовна. Я вам обещаю, что в ближайшее время, буквально в течение пару часов, и министр труда здесь, работники соцзащиты нам дадут обратную связь. Но кроме этого и отстроим вопрос волонтеров. А у нас эта система работает. Вы, в принципе, точку входа дали, сообщили. Не переживайте, эту ситуацию я возьму под контроль. И, пожалуйста, оставьте свои контакты нашему оператору с тем, чтобы мы могли потом с вами связаться. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Не за что, спасибо. До свидания. Так, что у нас с парикмахерскими и салонами красоты? Будет ли оказана им какая-то поддержка, Иван Борисович? Да, безусловно, данная отрасль сферы деятельности попала в наиболее пострадавшие от коронавируса в связи с закрытием. И, соответственно, весь перечень, который сейчас принят по формам поддержки на федеральном уровне, и тот перечень поддержки, который будет доработан буквально в ближайшее время на региональном уровне, он будет распространяться на салоны красоты, парикмахерские, и иные предприятия этой сферы. Понятно.
Что-то добавить хотели, Лариса Владимировна? Есть еще такой вопрос, и он, кстати, очень часто повторяется. Почему в 2019-2018 году и былые ранние годы от гриппа умерло больше человек, чем сейчас от коронавируса? И тогда не вводились никакие меры по ограничению прав и свобод граждан, как сейчас. Владимир Геннадьевич, вот этот вопрос, наверное, только ленивый не задает. Потому что якобы от простого гриппа умирают гораздо людей больше, и раньше такого внимания не уделяли. А вот сегодня коронавирусу такое пристальное внимание. Вот вы, как главный врач нашей республики, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Ну, если смотреть статистику, действительно так, что от гриппа по статистике, от той же самой небольничной пневмонии, то есть процент летальных исходов гораздо выше, чем при коронавирусной инфекции. Но надо понимать, что коронавирусная инфекция – та же самая вирусная инфекция, которая способствует возникновению тех осложнений, которые являются причиной в основном летальных исходов. Поэтому оберегаться и опасаться от коронавирусной инфекции, в том числе, как говорится, как любой вирусной инфекции, стоит. Выполнять все предписания, выполнять все рекомендации врачей. И в частности, когда вы почувствовали первые признаки недомогания, это в первую очередь обратиться к медицинскому работнику. Понятно. А как в такой сложной ситуации выжить в семье из 5 человек, 2 из которых дети? Республика у нас не очень богатая, зарплаты тоже не очень высокие. А при этом нужно платить за коммунальные услуги, и мы платим еще кредиты. Какая помощь государства будет нам оказана в эту трудную минуту? Алена Геннадьевна, наверное, это к вам вопрос. Добрый день. На сегодняшний день у нас предусмотрены дополнительные меры поддержки для семей, имеющих детей. Первое, на чем остановимся, это выплата в размере 5000 рублей семьям, имеющим право на материнский капитал федеральный. Выплата будет осуществляться в течение 3 месяцев тем семьям, в которых растут детки до 3 лет. Если в семье несколько детей до 3 лет, то выплата будет осуществляться в отношении каждого ребенка. Эту выплату будут осуществлять через Пенсионный фонд Российской Федерации. В настоящее время на федеральном уровне соответствующий порядок и механизм разрабатывается. Я думаю, что он в ближайшее время будет принят. И обращение в Пенсионный фонд с большей долей вероятности будет организовано именно в электронном формате, скорее всего, через сайт Пенсионного фонда, портал госуслуг. Но еще раз повторюсь, что эти механизмы и порядки в настоящее время вот уже, я думаю, находятся в высшей степени готовности. Скоро документы федеральные появятся. Следующая мера поддержки – это предусмотренная в рамках также обращения Владимира Владимировича Путина семьям, в которых растут детки от 3 до 7 лет. Эта выплата начнет производиться, начиная с июня текущего года. Размер выплаты составит 4770 рублей на каждого ребенка в этом возрасте, от 3 до 7 лет. Все, да? Да. Спасибо. Спасибо, Алена Геннадьевна. У нас есть звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Ваш вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Михаил. У меня вот такой вопрос. Наша организация изготовляет продукцию для других предприятий, у которых имеется гособоронзаказ. То есть, сами понимаете, сроки нарушать нельзя. Вот. Что нам делать в нашей организации? Можно ли нам выходить на работу и все-таки как-то производить продукцию? Иван Ну, Борисович. в указе главы сказано, если вы участвуете вот в цепочке выполнения вот этого заказа, оборонзаказа, естественно, вы должны работать. Но я еще раз подчеркиваю, у вас все-таки должны какие-то быть договора с той организацией, которая выполняет оборонзаказ, чтобы это не было голословно, а вы реально участвовали вот в выполнении данных работ. В указе об этом сказано, соответственно, вы можете работать. Ну, с соблюдением всех санитарных норм. Да, хорошо. А еще, вот у меня сотрудники на работу, естественно, следуют, и их могут остановить. Там, какие документы вот, нам нужно изготовить или справки выдать, что у них написать нужно, что они следуют вот, на работу? К указу как раз прилагаются справки, форма их, и выдают их в вашей организации, как вы несете ответственность, выдавая эти справки, подтверждая, что вот работник выходит на работу, вот выполняет этот оборонзаказ.
Соответственно, все это есть в публичном доступе, и справку должны выдавать вы. Нет, на самом деле, очень часто, спасибо за вопрос, на самом деле очень часто звучит в эти дни вопрос, где брать справку, и еще раз, ее выдает сам работодатель, а вот форма этой справки, я думаю, нам более активно надо прямо отдельно сейчас разместить и на сайте поставить. Лариса Владимировна, прокомментируйте. Справка какая, где ее взять? Потому что это действительно вопрос очень актуальный. Действительно, вопрос актуальный, потому что это касается каждого гражданина, каждого жителя Чувашской Республики. Данная справка является приложением номер 2 к указу главы Чувашской Республики номер 92 от 3 апреля данного года. Справка, она фиксирует то, что работник является в такой-то должности, относится к данной организации и работает в течение такого-то периода с датой и по дату. При себе, значит, гражданин, когда следует к месту работы, проходит по улице, он обязательно должен иметь на руках данную справку и паспорт в подтверждении своей личности. Спасибо большое. Вам спасибо за вопрос. И вот здесь просто крик души, который пришел к нам на горячую линию. Я попала под карантин. Приходила навестить тяжело больного родственника во второй горбольнице города Чебоксары. Меня здесь держат уже 3 сутки, Владимир Геннадьевич. Владимир Геннадьевич. Еще раз. Значит, Андреева Надежда Николаевна. Я попала под карантин, придя навестить тяжело больного родственника во второй городской больнице. Гагарина, 53. Меня здесь держат уже 3 сутки. Значит, на сегодняшний день вторая городская больница у нас работает, так скажем, в режиме изолятора, то есть прекращены все плановые и экстренные госпитализации, включая отдельные стационары, выписка пациентов, прием пациентов для оказания плановой помощи медицинской. Стационарный корпус расположен, значит, по адресу Чебоксары, Гагарина, 53 в составе терапевтического, кардиологического, хирургического, гинекологического, реанимационного, приемного, операционного и всех отделений переведены в режим изолятора. Значит, на сегодняшний день находится там 80 пациентов, 79 сотрудников. Соответственно, все мероприятия до появления результатов обследования и снятия карантинных сроков – это необходимая вынужденная мера. Понятно. То есть стационар закрыт на вход и на выход. Раз уж а почему это волнует? Но все это зона риска. Этот человек попал в категорию лиц, которые могут и заболеть, но в том числе могут повлиять на здоровье остальных людей. Это те правила, это надо принять, и совершенно спокойно, ответственно подойти и пережить. Дай бог, и пожелать здоровья, вот хочется. Как говорится, принять, понять, тому, кто задавал этот вопрос, конечно. Еще вопросы были у нас на горячей линии. Управляющая компания «Мирный-1» не ведет дезинфекцию подъездов в домах по Московскому проспекту 31А и 31В. Я думаю, что мы тоже, наверное, передадим этот вопрос. Да, это, наверное, это уже узкий такой в вопрос. Министерство и в администрацию города будут приняты меры. Но здесь тоже нужно сказать, что в администрации города есть телефон горячей линии. Именно по Чебоксарам там большое количество звонков. Это наша единая дежурная диспетчерская служба, которая аккумулирует все звонки. Надо тоже горожанам не стесняться звонить. Я думаю, что там достаточно, и знаю, достаточно оперативно идет реакция. И там создан свой штаб. И сегодня вот в рамках ВКС Владимир Иванович Филиппов, заместитель главы администрации, ему тоже мы задавали вопрос, ведется ли дезинфекция тех подъездов, где были зафиксированы случаи коронавируса. Это все под контролем и у главы администрации. Надо звонить туда уже по частным случаям. А в целом в городе, и мы с вами видим, ситуацию отстроим. Спасибо, Алла Леонидовна. Алена Геннадьевна, это следующий вопрос к вам. Таких вот вопросов было около 30 по поводу получения больничных листов людям старше 65 лет. Вот как на сегодняшний день у нас обстоят дела и как можно получить этот больничный лист? Все ли могут его получить? Что нужно для того, чтобы его получить? Чтобы получить больничный лист гражданам старше 65 лет, самостоятельно не нужно никуда представлять никаких документов и справок. Эта обязанность лежит на работодателе. То есть в данном конкретном случае нужно обратиться к работодателю с просьбой, чтобы он подал документы в фонд социального страхования. Это делается все так же дистанционно, через соответствующие каналы связи с фондом социального страхования. И здесь, еще раз повторюсь, это обязанность работодателя. Если же у работодателя нет возможности, то есть по
определенным, скажем так, обстоятельствам нахождение работника на рабочем месте является критически важным, равно так же, как это относится к руководящим составам, чье нахождение также важно на работе, то в этой ситуации вопрос решается индивидуально. В первую очередь, если нет такой возможности отпустить на больничный лист, то должны обеспечиваться все меры безопасности на рабочем месте. Ну и по возможности все-таки найти условия для дистанционного формата работы. И вот здесь тоже очень важный момент, на что обратила внимание Алена Геннадьевна. В указе главы сакцентировано внимание, что работодатель в том числе и обязан создать все условия для того, чтобы те, кто работает, были максимально ограждены. И если возникают ситуации, что вы видите, что на предприятии, куда вы приходите на работу, не соблюдаются меры дезинфекции, не организованы средства защиты, вы звоните на горячую линию. Тоже говорите об этом, предупреждайте, мы включимся со своей стороны. Пожалуйста, Лариса Владимировна. Да, и еще хотела дополнить, Алла Леонидовна, вы затронули действительно очень важную тему по руководящему составу тех организаций, которые допущены к работе в соответствии с указом президента Российской Федерации и решением Кабинета министров Чувашской Республики, которое было принято 4 апреля. Здесь необходимо отметить о том, что все руководители данных организаций, юридических лиц, в целом, они должны под личную ответственность соблюдать режим санитарного обеспечения. И, не только под личную ответственность должны принять меры, и конкретно должны наши руководители организации обеспечить и измерение температуры, и оказывать работникам содействие в режиме самоизоляции, перевести граждан на дистанционную работу и обеспечить другие меры именно в рамках законодательства о санитарном благополучии. Спасибо, Лариса Владимировна. У нас есть звонок. Здравствуйте. 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 Ждем вашего вопроса. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я из Новочебоксарска. У меня 2 вопроса. Как реально осуществляется проверка людей, которые вновь прибывают в Чувашию на поезде или на автомобиле? И другой вопрос. В каких случаях разрешен въезд людям в Чувашию, если они не прописаны в Чувашии, исключая случаи, когда это медработник, похороны, или другие уважительные причины? Возможен ли въезд таких людей вообще? И как это происходит на деле? Спасибо. Лариса, спасибо. Действительно, мы находимся в таком критическом режиме. У нас в Чувашскую республику прибывают граждане Российской Федерации. Въезд как таковой, он не ограничен, но здесь необходимо иметь в виду, что указом главы Чувашской республики 7 апреля мы ввели в рамках предоставленных президентом Российской Федерации полномочий, ввели такое ограничение, что граждане, здесь необходимо отметить, что мы не рекомендуем, а мы обязываем граждан, прибывших на территорию Чувашской республики, соблюдать строгий режим самоизоляции. Так что необходимо... что происходит? Понятен, вопрос на самом деле очень понятен с точки зрения того, что, конечно, мы контролируем не всех. И мы понимаем большое количество людей, которые приезжают в том числе и на личном транспорте. Если отстроена система на всех 5 железнодорожных вокзалах, и каждый прибывший получает памятку, голосовое сообщение, и ему объясняют, что 14 дней он должен провести на режиме самоизоляции. Но мы, конечно, и ресурсы МВД, и ресурсы мобильных групп не хватает, тем более Роспотребнадзора на этом этапе, всех проконтролировать. Потому что сейчас самое важное направление действий всех – это здравоохранение. И нарушил человек. Человек приехал больной. Человек не знает об этом. Он не стал выдерживать 14 дней самоизоляции и заразил остальных. Какие к нему меры будут приниматься, Лариса Владимировна? Меры будут достаточно серьезные, потому что 1 апреля вступил в силу федеральный закон, согласно которому за нарушение правил поведения, а это и есть 14 дней самоизоляции, полной самоизоляции необходимо отметить, это будет нарушение данного правила, и административная ответственность наступает для граждан от 1 тысячи
1000 до 30 тысяч рублей. А если человек пришел на в место, где много людей, заразил большое количество людей? Ну, там действительно санкция будет ужесточаться. Там будет санкция ужесточаться. И опять же, это 99-й федеральный закон, который говорит, что на граждан уже будет административный штраф до 50 тысяч рублей. Уголовная ответственность когда возникает? Уголовная ответственность тоже также может возникнуть, если были последствия действительно очень серьезные, было причинение здоровью другим людям или же вообще было, значит, летальный исход, то будет штраф до 700 тысяч рублей, либо лишение ограничения свободы до 3 лет. Мы ответили на ваш вопрос? Да, а можно немножко уточнить вопрос? То есть человек, вот он, допустим, въехал в Чувашию, и все, кто с ним находится в самоизоляции, в том помещении, в квартире, либо еще где, также автоматом попадают под этот закон, да? Тоже должны самоизолироваться. Вообще у нас режим самоизоляции в Чувашской республике, он у нас полный, за исключением тех лиц, которые следуют на работу тех организаций. Лариса, вопрос не об этом. Человек приехал домой, дома ждет жена и дети. И они автоматически становятся в режиме самоизоляции. Но судя по голосам детей, я думаю, это вопрос для вас важен. У вас, видимо, кто-то приехал. Да все. От вас он накормили ужином, самоизоляция, 14 дней у всех вместе. Ясно, спасибо большое. Вам спасибо. Но все это делается для нашей с вами общей безопасности. Да. Напоминаю, телефон прямого эфира 260036. На горячую линию также у нас поступают звонки. Вот снова звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Ваш вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Кухар Людмила Николаевна. У меня вот такой вопрос. Маме моей 83 года. Живет она тоже в Чебоксарах, как и я. Но через каждые 2 дня мы ездим к ней, чтобы отвезти продукты и нужные для нее дела сделать. Как моей внучке, у дочери, то есть ее внучке, доказать, что она поехала к бабушке, когда ее остановит патруль, например? Это вопрос очень важный. У меня тоже сын ухаживает за бабушкой, дедушкой. Что делать-то остановит? По своей сути, согласно принятому указу, Олегом Алексеевичем обозначено, что, значит, те лица, те люди, которые ухаживают за престарелыми, то есть за лицами старше 65 лет, за лицами, которые с определенными перечнями заболеваний, за ними действительно разрешен уход. А так что в дочке сказать? Вот дочка едет к бабушке, ее останавливает патруль. Она действительно везет продукты бабушке, которой 83 года. Что она должна сказать патрулю? По себе необходимо иметь документы, что ее бабушка является лицом с таким-то определенным... А что делать волонтерам, которые у нас ездят и ухаживают за бабушкой? Имеют справки установленного также образца, который выдают у нас Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования и молодежной политики. Я не поняла, какой документ должна иметь при себе дочь? Может быть, копию паспорта бабушки? Копию паспорта бабушки и документ, что она является, понятно, если там старше 65 лет, это будет понятно по возрасту, а если бабушка страдает определенными заболеваниями, то еще и документ о том, что необходим уход за ней. И именно в этом моменте, Лариса Владимировна, все начинают тонуть, потому что это очень большой перечень документов, которые должна внучка идти к бабушке. Это немножко так сложное объяснение. Да. На самом деле, по факту, едем к бабушке, если останавливает патруль, объясняем, что мы везем продукты и ухаживаем, как волонтер за человеком, кому старше 83, старше 65 лет. Это не настолько частая ситуация, на самом деле. С продуктами не останавливают. Да, с продуктами не останавливают. И в этой ситуации, конечно, навстречу все пойдут. Но нет уж такого. И таких документов с собой вряд ли надо носить, но объяснить патрулю, что едет к бабушке ухаживать, продукты. И продукты есть то объяснение, в том числе. А если ситуация будет сложной, разберемся. Но МВД мы тоже предупредим, но копию паспорта, удостоверяющего личность, безусловно, надо с собой носить.
хотя бы даже по вопросу, собственно, зачем вы находитесь на улице, почему вы едете. И четкий ответ: вот мой паспорт, вот моя бабушка живет там-то, еду везти продукты, ухаживаю за тем, кто старше 65 лет и обязан находиться дома. Собственно, этого достаточно будет для МВД. Милиция может тогда позвонить, сказать, спросить, вот точно или нет, вот по этому телефону. Конечно, бабушки, да? конечно, уточните. Это тоже абсолютно Да. приветствуется. Да. МВД мы тоже предупредим, чтобы не было той грани. Можно ведь дойти вообще до грани. И, конечно, ровно мы сейчас будем рекомендовать оказывать помощь, носить с собой справку о том, что у бабушки есть болезнь. Это все зайдет в тупик. И это все вызовет раздражение. Ваш вопрос абсолютно правильно понятен. МВД мы предупредим, что достаточно удостоверения личности человека, который ухаживает за пожилым человеком, и при этом звонок пожилому человеку, если уж будут какие-то вопросы. Но я думаю, что нет, потому что эта ситуация, она, понимаете, она достаточно жесткая, но она не жестокая. И человечность, она наоборот, я вот смотрю, как совместно работают у нас структуры МВД и волонтеры, с каким вниманием оказывается поддержка пожилым. Мне кажется, это время, когда наши и человеческие качества еще начинают активизироваться, выходить наружу. Ваш вопрос правильный, спасибо, что вы его задали, потому что он волнует многих, как я сказала, и меня в том числе. Спасибо за ответ. Спасибо большое. Вам за ответ. спасибо. Будьте здоровы. И здоровья вашей бабушке здоровья, да. Так, теперь вот вопрос с горячей линии. Мой родственник 1961 года рождения имеет хронический бронхит. И вот с 6 апреля 2020 года его, как всех сотрудников промтрактора, вызвали на работу. Почему на предприятии установили порог сидящих дома? Только с 60+, а все остальные, независимо от медицинских показаний, должны работать. Вот, может быть, просто на заметку, Иван Борисович, возьмете? Ну, мы всем работодателям рекомендовали, что все-таки согласие работника на выход в этот период на работу получать необходимо. Тем более, если есть какие-то хронические заболевания. Спасибо. Хронические заболевания. А у нас есть вопрос. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Алло, добрый день. Да, Добрый день. Вас. Вопрос из города Шумерля. Меня зовут Анна. Я хотела бы поинтересоваться. У меня бабушка, пенсионерка, она очень хочет ходить на свой дачный участок. Можно ли ей сейчас ходить, там уже работа есть, она будет ходить одна, дачный участок, так скажем, уединенный. Можно ли ей будет добираться до своего участка? Она переживает, что ей говорить, если ее остановят проверяющие. Бабушка должна находиться дома. Или на даче жить постоянно, или дома. Ходить бабушке в огород туда-сюда нельзя. Нежелательно. Хорошо. Не просто нежелательно. Вот вы, подождите, Анна. Вот вы тоже задаете вопрос, который очень правильный, и он интересен абсолютно многим. Сейчас все бабушки будут в хорошую погоду собираться в свой огород. Это абсолютно правильно, и я отдельно на этом остановлюсь. Надо бабушкам потерпеть. И вам нужно объяснить бабушке, что она находится в первичной зоне риска. Ее возраст, в этом возрасте есть хронические болезни. И этот вирус опасен не только тем, что он сам по себе вирус, а что начинают, да, Владимир Геннадьевич, активизироваться хронические заболевания. Поэтому введено строгое ограничение для людей с ослабленным иммунитетом. Это лица старше 65 лет, беременные женщины. Надо потерпеть, огород никуда не убежит. Сидим дома или живем на даче, что допускается. Спасибо большое за такой ответ. Еще бы я хотела спросить относительно Пасхи. Собственно, то же самое. Да, у меня еще назревал вопрос про Пасху. Будут ходить в церковь на кладбище. То есть тоже важный момент. Ходить из дома, выходить нельзя. Точка. Штраф, акт, административное нарушение. Но сегодня глава и встречается с владыкой. Будет организована прямая трансляция службы. Будут вовлечены волонтеры в раздачу освященных верб, даже в вербное воскресенье. Поймите, прийти на службу и нас всех тянет в храм. Это абсолютно естественно тоже. Особенно у людей старшего возраста, кто чувствует себя, переживает за здоровье своих близких. Поставить свечку, помолиться, заказать 40-ю. Это все естественно. Но в этот момент этот человек оказывается на службе среди большого количества людей. И это может стать очагом возникновения инфекции. И с нашей стороны, и поэтому сегодня и глава планирует встречаться с владыкой и проговорить этот вопрос. Рекомендация эту Пасху, это вербное воскресенье провести дома.
Спасибо. Понятно, спасибо. Еще один Ну и вопрос. вообще оградите свою маму, бабушку. Это уже зона ответственности, вот тоже молодого дееспособного поколения. Бабушкам тяжело. Вот надо обеспечить их продуктами дома и помочь им в этом. И минимизировать их выход на улицу. Потому что это самая главная и первая категория людей, которые могут оказаться в опасности. Проявите такую сознательность. И надо сберечь свою семью, своих знакомых и максимально всем оставаться дома, набраться терпения. Леонид, можно я добавлю? И еще хотела, Анна, подождите минуточку, хотела еще добавить о том, что национальная телерадиокомпания будет вести прямой репортаж с Пасхи, поэтому ночное богослужение смогут увидеть и услышать по национальному радио все желающие, поэтому сидим дома и смотрим телевизор, слушаем радио. Ваш вопрос следующий. А скажите, пожалуйста, субботники, вот организации некоторые сейчас вышли на работу, можно ли проводить субботники или есть какое-то тоже распоряжение на запрет, или раз уж работают, то можно выйти и провести субботник? Лариса Владимировна. Ну, дело в том, что у нас в Чувашской Республике введен режим повышенной готовности, и все массовые мероприятия, они не проводятся. Субботник – это тоже место, где... Вообще субботников сейчас нет. И все, что касается порядка, это всем занимаются службы ЖКХ, занимаются специализированные организации, которые проводят дезинфекцию. Иван Борисович. Разрешение связано только с работой, с выходом на работу. По-другому его трактовать не надо. Спасибо. Все, огромное спасибо, все понятно. Спасибо вам. Спасибо, город Шумерля. Алла Леонидовна, вот помните, вот прошлый год люди говорили о том, что ой, опять на субботник, а сейчас все хотят на субботник. Сколько энтузиазма у людей сегодня у нас. Давайте следующий вопрос. Следующий вопрос. Здравствуйте. 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 Алло, добрый день. Добрый день. Алло, добрый день. Меня зовут Елена, я из города Чебоксара. Ваш вопрос, Елена. Вопрос в следующем. Руководители многих предприятий, которые сейчас не функционируют в связи с коронавирусной инфекцией, принуждают своих работников оформлять заявление на административный отпуск без сохранения заработной платы. Оставляя таким образом, ну, наверное, как минимум на месяц без каких-либо средств существования. Вопрос понятен, прошу вас. В данном случае действия работодателя, если идет навязывание, эти действия незаконны, поэтому в каждом таком случае, когда нарушаются трудовые права работников, нужно обращаться в Государственную инспекцию труда Чувашской Республики. И здесь также есть возможность обращения подать в электронном виде через портал онлайн-инспекция РФ. В вашей ситуации необходимо обратиться именно в Государственную инспекцию труда Чувашской Республики. Такого быть не должно. Это неправомерно. Спасибо, Алена Геннадьевна. Спасибо. Мы ответили на ваш вопрос? Спасибо. Спасибо. Вот с горячей линии был такой вопрос. Планируется ли возобновить медосмотр водителей? Владимир Геннадьевич, быстро, да, нет? И у нас есть новый звонок. Медосмотр водителей перед рейсом. Медосмотр водителей, значит, он подразумевает опять скопление людей в одном месте, большого скопления людей. Поэтому, как и диспансеризация, как и другие профилактические осмотры, они отменены до особого распоряжения. Понятно. У нас есть вопрос. Здравствуйте. Добрый день, мы вас слушаем. Ага, здравствуйте. Меня зовут Александр. Я занимаюсь в сфере услуг в ремонтных работах. Точнее, электрификации системы отопления. Как нам получить справку для выхода на работу? Спасибо. По поводу справки, Лариса Владимировна, наверное. Иван Борисович. Иван Борисович, хорошо. Здесь вы в организации работаете или вы работаете как частный предприниматель? Вы формализуете свой вопрос? Если вы в составе организации работаете, то работодатель вам должен выдать справку, если вас привлекает к этой работе. Если вы как физическое лицо нигде не оформлен, ну это проблематично. А как самозанятыми? Ну, вы самозанятыми являетесь?
Да. У вас патент, еще какие-то вещи есть? Или это самозанятые в вашем понимании, что вы самозаняты? Потому что Нет, куда-то есть. ходите работать. Ну, у вас патент есть? У вас есть документы, подтверждающие, что вы самозанятый? Есть. Я говорю, есть. Но если есть у вас патент, самозанятый, вы же выходите на какой-то объект, скорее всего, у вас с кем-то оформлены договорные отношения. Соответственно, вот у меня рекомендация, чтобы та организация, куда вы выходите, работы выполнять, подтвердила, что вы в данный момент выполняете эти работы и выдала справку. А если я работаю с физическими лицами? Тогда сидите дома. Но не можете вы работать, понимаете, на физическое лицо. У вас или есть работодатель, а все остальное, если нет, как я Иван говорю, Борисович говорит... Если я работаю с физическими лицами. Я не говорю... Поясните с физическим. Делаете ремонт в частном доме где-то у кого-то на квартире? Да. Ну, наверное, вот в период самоизоляции надо воздержаться от этих работ. Это как раз тот случай, когда, если вас остановят, у вас не будет справки от работодателя, к вам будет применено административное правонарушение. Понятно, спасибо. Спасибо. А вопрос из города Чебоксары. Ильин Александр Витальевич. Сотрудники нашей организации... чуть попозже тогда. Есть звонок. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый день. Ваш вопрос. Добрый день. В это время что делают с бомжами? Как им помогают или как? Алена Геннадьевна. С лицами без определенного места жительства у нас продолжает свою работу центр «Бомж», так называемый, куда граждане этой категории могут обратиться за помощью. Деятельность у нас продолжается, она не прекращена, пожалуйста. А адрес где у нас располагается, этот центр? В Новоюжном районе, да? Но в любом случае у вас же есть эта информация и на сайте, и так конечно. далее. То есть, На сайте а у нас в чем эта конкретный информация вопрос? есть. То есть все работает, все идет в режиме. Что вас В штатном беспокоит? режиме, да, работают. Вас конкретно что беспокоит вот в рамках этого Нет, вопроса? просто вопрос такой был. Ну все, спасибо за вопрос. Обращайтесь, Будьте здоровы. работает. Спасибо. Спасибо. Вот когда вопрос озвучу, сотрудники нашей организации часто направляются в командировки для проведения срочных ремонтных работ в разные регионы России. Будут ли в Чувашии выдавать таким сотрудникам медсправки о состоянии здоровья с тем, чтобы они могли приступить к работе сразу по прибытию на место командировки и на свое предприятие без двухнедельного простоя на самоизоляцию? Ну, в период, который действует сегодня в Российской Федерации по 30 апреля, наверное, большая часть командировок, если они не носят какой-то там стратегический характер для государства, там необходимо воздержаться. Понятно. У нас есть вопрос. Здравствуйте. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос. В южном районе и в Аргешево совершенно не обрабатывают остановки. Сейчас многие вынуждены работать и постоянно находятся на остановках. Нам бы интересно, везде это обязаны делать, либо только это в центре города? Еще у нас совершенно не обрабатывают подъезды домов. Можно узнать, это как бы в обязательном порядке должны делать или нет? Давайте попробую ответить. Что касается обработки подъездов в обязательном порядке, и мы уже говорили об этом, вот там, где зафиксированы случаи коронавирусов, у администрации города есть управляющие компании, которые заключили договора уже со специализированными организациями, которые подъезды обрабатывают. Что касается остановок, дезинфекции улиц и подъездов, это делается во всех городах. Вам надо сейчас сказать адрес непосредственно по Альгешево и Южному району, и мы, конечно, Алексею Олеговичу Ладыкову доведем эту информацию и посмотрим индивидуально. Должны обрабатывать в целом. Например, дом Крупская 5. Спасибо. Улица Болгарстроя, улица Варгешева, там постоянно все на работу принято. ходит. И звонок тоже, горячая линия в городе есть, и есть звонок в ЕДДС. Вы туда тоже звоните, адреса говорите, уверена, что там будет очень быстрая оперативная реакция.
Хорошо, спасибо. Лучше так, да. Вам спасибо. Ага. Так, вопросы также допускаются или в рамках... так, чуть позже, тогда у нас есть еще один звонок. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей, с Маргавского района. У меня вопрос такой. Сейчас дети обучаются дистанционно, а не в всех районах ловят интернет. И у меня дети занимаются в Чебоксарах по компьютеру. А как нам быть сейчас по проезду в город? Если у нас прописка района, а квартира в Чебоксарах имеется. Вопрос в чем? Интернет в район провести или организовать дистанционное обучение? В каком районе не организовано? Дистанционно обучаться, если дети у меня в городе живут, а я сам в районе живу. А у нас интернет в деревне не ловит вообще. А дети-то где в никакой школу модель не ходят? ловит. А школа где? А в школе в Аликовском районе. Аликовский район? Да. А в школе в Аликовском районе, про что вы говорите, школа не организовала дистанционное обучение, а дети у вас в Чебоксарах сейчас. Обучение-то организовал, просто дети не могут дистанционно с деревни учиться. С деревни не могут выйти в интернет, потому что интернет не ловит у нас в деревне никакой. Так дети-то учатся где? Дети учатся в районе. А живешь школа сейчас какая? в деревне? А сейчас проблема в том, что дети занимаются в Чебоксарах по компьютеру, потому что в деревне интернета нет у нас, чтобы со школой связываться. Дети ходят в какую школу? В Аликовском районе, Чебоксарах там ходят дети. Ну, не может быть, чтобы в Аликовском районе не было интернета. Ну, они живут в Маргауше, а там интернет нет в деревнях же. Там ни кабеля нет, ни модем не ловят местами. Вопрос-то в чем? Вопрос в чем? Да. Вопрос у меня в том, я как могу будет приезжать к детям в Чебоксары, если у меня районы прописаны, если дороги перекрыли? А при чем школа, приезд в Чебоксары? У вас дети сейчас в Чебоксарах находятся? Да, дети в Чебоксарах находятся. Они одни. Но учатся они в школе Аликовского района. Да, дистанционно они учатся через компьютер, потому что интернет дома есть в Чебоксарах, а нас прописка у всех районная. И у меня старшие учатся в техникуме, они тоже дистанционно. Если они сейчас в деревню приедут, они обратно не смогут попасть или попадут? Конечно, попадут, а почему не могут попасть? Но только я не понимаю, почему они у вас находятся в Чебоксарах, когда они должны быть у себя по прописке и по этой прописке ходить в школу. А если школа уже закрыта, но это дистанционное обучение, а если интернет нет, когда что делать? Вы давайте-ка вы мне скажите, как вас зовут, потому что вы сейчас запутаете и нас, и вас. И там школа, где нет сегодня дистанционного обучения, созданы дежурные группы. И маленькие школы, они вообще им рекомендовано организовать образовательный процесс. Вы мне скажите, я разберусь в этой ситуации. Фамилию. Я говорю, вы мне скажите, ваши дети в какой школе учатся, как фамилию ваших детей. Школа, у них уже закрыто дистанционное обучение. Да понятно. Вы оставьте лучше свой телефон сейчас нашему оператору, где есть ваша фамилия, имя, отчество, ваш сотовый телефон и по возможности какие-то еще данные о вас, чтобы мы могли с вами связаться и вот разобраться уже в этом вопросе. Мы То есть я к чему вам задаю эти вопросы? Если ваши дети в школе не созданы условия для дистанционного обучения, то там созданы другие возможности обучения детей. Это или группы небольшие и так далее. Если ваши дети ходят в Аликовскую школу, их место расположения должно быть не в Чебоксарах, оно должно быть рядом с образованием, там, где они прописаны. Потому что у нас уже нет каникул, у нас есть дистанционное обучение. Начался образовательный процесс. Они-то дистанционно обучаются и так. Но они обучаются в Чебоксарах, потому что интернет дома не ловит у нас. Аликовская школа открыта или не открыта? А он выехать к ним. Школа закрыта. Так проблема в детях или в вас, что вы до них не можете доехать? Я к детям не могу доехать. Почему вы не можете доехать? Потому что он прописан в Маргауше. Не пускают меня района прописка. У вас детям вообще сколько лет? Почему они у вас одни дома? В Чебоксарах, а вы там? 18-17. Ну, такие нормальные дети. В школе, что ли, 18 лет учатся? В техникуме. Одна в техникуме 18 лет, другой 17. Все понятно. Вы данные свои оставьте сейчас оператору, мы потом индивидуально разберемся и с обучением детей, и с интернетом, и с вашим подъездом и так далее. Оставьте, пожалуйста, ваши данные. С вами сейчас свяжутся.
у нас, коллеги, здесь есть еще вопросы, они вот очень похожи. Например, разрешено ли выезжать на собственном автомобиле в свой загородный дом, дачу, если прописан в городе? Можно ли мне перевозить свою супругу в личном автотранспорте до ее работы? Она работает, а я на самоизоляции. Вот такие вот вопросы по перевозке. Это вы прокомментируйте, пожалуйста. Как она работает, а он на самоизоляции? Если он на самоизоляции? Он в режиме самоизоляции. Он не работает. Он не работает, а супруга работает. Ему нужно довести ее на машине. Он считает, что это гораздо безопаснее, чем она будет ездить в общественном Если транспорте. он на режиме самоизоляции, она должна быть как контактное лицо с ним. Он просто не работает. Неправильно сформулированный вопрос. Вопрос стоит в том, что гражданин сам не работает, его не привлекли к работе, и он должен совершенно спокойно эти 14 дней провести дома. Но супруга привлечена к рабочему процессу, работает на стратегическом предприятии. И супруг считает, может ли он ее возить на работу или нет. Вопрос, я думаю, такой. Так? Так. Лариса Владимировна. Дело в том, что у нас режим самоизоляции распространяется на всех жителей Чувашской Республики. Вообще рекомендация, конечно, ему оставаться дома. Конечно. То есть супруга может доехать на общественном транспорте. А что касается дач, которые находятся в городской черте, а людям меньше 65 лет? Но здесь у нас тоже четко установленные правила. Мы тоже говорим, все-таки мы находимся в режиме повышенной готовности и не просто так введен режим самоизоляции. И еще раз, утверждены все правила, по которым гражданин может находиться на улице. Все остальное – это исключение из этого правила. Если ты едешь в машину, неважно, на дачу, отвезти жену, забрать мужа с работы, если мужу или если тебе меньше 65 лет, у тебя нет справки с работы, ты не везешь продукты пожилым родственникам и не идешь в режиме 100 метров от дома за продуктами, все это запрещено. Если разрешите, да, я еще вот все-таки прокомментирую непосредственно, вот, глядя на документ. Мы говорим о том, что граждане должны соблюдать режим самоизоляции, но за исключением таких случаев. Это как в случае обращения за экстренной медицинской помощью, когда идет прямая угроза жизни и здоровью. За исключением случая следования к работе, на место работы и обратно до дома. За исключением случаев, когда необходимо купить продукты или товары первой необходимости. Товары первой необходимости, перечень у нас также имеется. Он является приложением номер 1 к указу главы Чувашской Республики, номер 92. С ним спокойно можно, с этим документом, указом и со всеми приложениями ознакомиться. Он размещен у нас на сайте правительства Чувашской Республики. Затем, значит, за исключением случаев выгула домашних животных в радиусе 100 метров от места жительства и выноса отходов до ближайшего места накопления. Спасибо, Лариса Владимировна. У нас последний вопрос на сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Андрей, я из города Марпатас. Я хотел такой вопрос задать. Вот сейчас слушал, говорили, что будет поддержка семьям, которые до 7 лет. А будет ли оказана какая-то поддержка, у кого 3 детей и им по 10 лет, по 12 лет? То есть многодетным семьям. Да, мы поняли ваш вопрос. Спасибо. Алена Геннадьевна. Хотелось бы уточнить, родители работающие? Один работающий, другой не работающий. Не работающий, как безработный зарегистрирован? Нет. Нет. Хорошо. В этой ситуации могу сказать, что в настоящее время у нас разработан проект закона, который предполагает увеличение республиканского материнского капитала со 100 тысяч до 150 тысяч и также предусматривает возможность единовременного получения в виде денежной выплаты в размере 20 тысяч рублей. Пока этот документ в проектной стадии находится на согласовании, но мы
Планируем, что в ближайшее время он будет принят и соответствующая поддержка будет оказана. Спасибо. Ну и кроме того, отметим, что все семьи, имеющие детей, продолжают получать положенное им пособие на ребенка. Если сроки выходят, то пособия будут начисляться и дальше автоматически в течение ближайших 6 месяцев, то есть до 1 октября текущего года. Спасибо. Спасибо большое, но время подводить итоги. Еще раз хочу обратить внимание на то ответственное отношение, которое должно быть внутри нас, на четкое исполнение законодательства и указа главы Чувашской Республики. Прошу набраться терпения. Это все пройдет. Но необдуманный риск, он, безусловно, может привести к печальным последствиям не только для вас, лично для вас, но и для тех, кто вас окружает, для вашей семьи, для ваших соседей, для близких. Прошу терпеливо реагировать на ужесточение мер, соблюдать, нести ответственность и, конечно, наступило время помогать. Помогать друг другу, помогать близким, которые рядом находятся. То есть сейчас посмотрим по результатам прямой линии. Если вопросы, которые мы не смогли принять в этот короткий промежуток времени, все они будут зафиксированы, все ответы до вас доведены. Спасибо вам за активность и будьте здоровы. Спасибо. Всем спасибо, всего доброго. И самое главное, берегите себя, берегите своих близких. Всем здоровья. До свидания.